Всем привет, друзья! Доброе утро! Редиктор Массира. Давно я с вами не выходила на связь. То, что YouTube глючит, все в курсе. Уже зла не хватало. Ни с 3 буквами, ни без них ничего не показывала прямо несколько дней. Сейчас вроде более-менее могу зайти, посмотреть пару любимых каналов, как-то отвлечься. В общем, сегодня, думаю, покажу вам небольшую распаковку. Мама ездила в какой-то новый магазин на улице Брагунской. Я там никогда не была. Двоюродный брат ее повез, помог. И вот то, что она купила, я вам покажу. И потом по ценам, что успею, расскажу. Здесь у нас чек на 6 тысяч. Потом она отдельно еще взяла майонез и отдельно взяла еще бытовую химию. Там без чека какие-то бумажки ей давали. В общем, на 11 с чем-то. Небольшая распаковка. Мы, как всегда, дождались, пока все подорожает, и решили закупиться. Завтра или послезавтра поедем еще в магазин Джаранхит. Тогда я уже поеду сама, поснимаю для вас, что там нового, что там хорошего. Там изменили некоторые отделы, убрали отдел с посудой. И вот после этого я там не была. В общем, начнем, друзья. 2 банки томатной пасты. Королевский вкус, это я люблю. Чипсы, наверное, тоже про меня вспомнили, купили. Здесь у нас черный молотый перец. Ну, в общем, разные упаковки и производители. Вот что я хотела. Вот что у меня закончилось, без чего я жить не могу. Паста нутелла шоколадная. Ну, у меня была еще сгущенка. Очень-очень вкусная. Так, здесь у нас 2 лотка яиц. Отборные в чеке написано. Колбаса Аргунского мясокомбината. Написано говяжья. В составе куриное мясо. А на чеке вообще пишут конско-говяжья. Конину я не ем, правда. Ну, там, наверное, и мяса не так много. Масло мама перепутала. Взяла непонятно какой-то маргарин. 62% это, наверное, и не маргарин, и не масло. Я люблю хозяюшку спред. Хоть он и не полезный, но на вкус я люблю. 72,5 или сколько-то. Чай нури для меня. Не люблю всякие бергамоты, запахи. Хотя у нас очень много заварных чаев для мамы и для гостей. Зеленых, черных. Я люблю просто нури. Без всякого лишнего запаха. 2 пачки майонеза. Надо еще купить кетчуп будет. 2 бутылки уксуса. С уксусом я ем все. И тут вроде все. Так, по ценам сразу вам рассказать или показать лучше. Смотрите. За майонез где-то отдельно еще бумажка была. В общем, здесь на 6500, потом 300 или 400 с чем-то майонез. И на 4000, по-моему, бытовая. Плохо, когда чеков нету полных. Здесь пакеты. Это у нас вот такие пилочки для ног. Хозяйственное мыло. Это у нас все было, но все равно для запаса взяли. Я другое мыло не люблю. Для меня хозяйственное самое лучшее. И дезинфекция, и полезно. Отбеливающий зубной порошок. Это мама для себя взяла. Дейзик для меня. Лампочки. Это тоже я просила. Для обуви, хотя я 100 лет никуда не выходила. Здесь батарейки, это для наших колонок, это, наверное, для пультов подойдет. Вот, честно сказать, зачем нам нужны булавки и шпильки, я не знаю. Но это ладно, резинка всегда в хозяйстве пригодится. Ну ладно, раз купили, значит надо. И сейчас я уже не буду на стол ставить, покажу вам бытовую химию. Это мой любимый порошок Чайка, 9 килограммов. Очень хороший, без лишнего всего, без лишних запахов. Какое-то новое хозяйственное мыло.
Ой, сейчас. Где-то написано было, что тут лаванда. Видно что-нибудь? Веста. Веста я люблю, и гель мыла. И такой гель, видимо, новый мы не брали. Это жидкое мыло. Любимые мухобойки, я их терпеть не могу. Мама купила себе. И зачем-то купили целый ящик подсолнечного масла. Хотя я недавно купила у Ларисы тоже целый ящик. Очень хорошее и вкусное. Но мама забыла. Бывает у нас и такое. Когда я для котят беру консервы, молоко, для нас еще подсолнечное масло. Ну, оптом, когда беру, мне домой привозят. Одна наша хорошая знакомая из Северного рынка. Кровь, по-моему, показала. В общем, вот такая у нас распаковка. Давно я вам не показывала, по-моему, распаковки. Если кому-то интересно, добро пожаловать. Пишите комментарии, ставьте лайки. Что по ценам, что вам интересно, я вам напишу в комментариях. Друзья, как всегда, не хватило памяти. В комментариях отвечу всем, кому интересно, что по ценам, что я увижу в чеке, чего нет в чеке, спрошу у мамы. Конечно, закупиться надо было давным-давно, не ждать почти что Нового года. Но ничего, все успеем. Подорожало тоже все давным-давно, вместе с долларом, наверное. В общем, девочки и мальчики, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Конечно, у многих нет настроения, многие не считают это праздником. Для меня это праздник родом из детства, честно говоря. У нас сегодня дождь, вчера было солнце, до этого был снег, но я никуда не вышла, абсолютно. Если я куда-нибудь поеду, если у меня будет вдохновение, я, конечно, поснимаю для вас город Грозный, друзья. Больше я никуда не езжу. Вообще 100 лет никуда не выходила. Всем хорошего дня, отличного настроения, легкой рабочей недели, трудовой недели. Не знаю, что вам еще пожелать. Пусть все войны закончатся, пусть будет мир во всем мире. Здоровья вам, вашим родным и вашим близким. Не знаю, что за ролик у меня получится, но сняла по-быстрому. Всем пока-пока!